Здравствуйте. В наших эфирах довольно регулярно мы уделяем внимание безопасности дорожного движения. Обращаю внимание на высокую загруженность дорог, особенно в городе Сухум. Она сейчас даже больше, чем в летний сезон. Возможно, из-за того, что летом многие были в отпусках, образовательные учреждения и вузы на каникулах. Также сейчас традиционно, как мы знаем, проходит сезон свадеб, производится вывоз урожая цитрусовых, но приближаются и новогодние праздники. Все эти факторы, плюс к этому постоянный рост автопарка в республике, значительно увеличивают интенсивность движения. Разумеется, несоблюдение правил дорожного движения и невнимательность при таком активном движении автотранспорта приводит к росту дорожно-транспортных происшествий. Чтобы узнать, что делается у нас по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, особенно аварий с тяжелым исходом, мы пригласили начальника управления госавтоинспекции республики, полковника Дамия Авицба. Здравствуйте, Дамия. Добрый день, Гарри. На республиканской трассе Псо-Ингур заметно увеличилось количество камер фото- и видеофиксации нарушений. Вот с чем это связано, увеличение камер? Как это отразилось на безопасности дорожного движения? Есть ли сравнительная статистика дорожно-транспортных происшествий до установки камер? И вот за нынешний год, вот именно по этой трассе, какая вот разница, интересно, какой эффект по результатам? Я вас услышал. Ну, одним из важнейших достижений в целях организации безопасности дорожного движения является реализация ведомственной среднесрочной целевой программы развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 года. Как вам известно, на тот момент руководством страны было принято о реализации такой программы, потому что мировая практика показала, там, где были установлены камеры видео-фотофиксации, статистика по дорожно-транспортным происшествиям снизилась в разы. Я считаю и я уверен, что данное решение было правильным, потому что были на тот момент уже сложности при составлении административного протокола по нарушениям скоростного режима, пересечения сплошной линии. Людям надо было показать фото и видеофиксацию. Такой возможности на тот момент не было. За это в этом направлении для нас это большая помощь. Вы правильно отметили, что на нашей республиканской трассе количество камер в разы увеличилось. В западной части мы перед тем, как начали приобретать, искать эти камеры, ездили в Российскую Федерацию, непосредственно министр внутренних дел ездил туда, осматривали, какие камеры лучше сюда завести, чтобы она в практике себя реализовала. И перед тем, как отправить людей туда, мы уже изучали нашу республиканскую трассу на тех участках дороги, где была аварийная ситуация повышена. Мы предприняли где-то 15-20 точек установить камеры фото-видеофиксации. Срок у нас был вообще установить все эти камеры до конца этого года. На сегодняшний день могу смело заверить, что на 90% данный проект уже реализован и в полном объеме работает. После установки в западной части, хочу почему подчеркнуть, потому что мы оттуда начали ставить, потому что в Гагарском районе, в Гудаутском районе, в основном, где происходили дорожно-транспортные происшествия, где наши люди погибали. После того, как мы установили 20 камер, мы заметили такую динамику, что от точки первой до точки второй, где установлена камера, в промежутке наши водители начали грубо нарушать. И были дорожно-транспортные происшествия в том числе. И нам пришлось дорабатывать, мониторить движение, в каких участках нам нужно дополнительно установить камеры. На сегодняшний день в западной части с КПП ПСО до въезда в города Сухум установлено 26 камер. И буквально 2 недели назад мы установили в восточной части 11 камер. Помимо камер мы смогли рубеж контроля
в западной части 5 рубежей контроля и в восточной части 2 рубежа контроля. Это достаточно, чтобы проводить работу в полном объеме. Все силы и средства, которые сейчас у нас есть, мы направляем в этот отдел. Потому что сама камера фиксирует любые машины, фиксирует любые номера. Нету такого понятия, что не фиксирует какие-то определенные или красивые номера. Есть, да, спецмашины, это такие, как скорая помощь, транспортные средства, относящиеся к Министерству чрезвычайных ситуаций и так далее. Я думаю, что в этом направлении мы проводим правильную работу. Мы понимали, что после установки этих камер там, за месяц, что снимется эта проблема. Нет, это поэтапно, это, во-первых, кропотливая работа, очень сложная работа. Помимо того, что их завести, установить, их надо обслуживать. Постоянно у нас проблема появляется с сетью, там база зависает. Это в практике мы узнавали, это такое практикуется, но максимально, насколько это возможно, отдел, который обеспечивает данную систему, они выезжают и устраняют эти нарушения. Если говорить за 11 месяцев 2025 года, хочу подчеркнуть, именно 20 марта мы установили полноценно эти камеры, то с этого момента на основании материалов фото-видеофиксации нарушений было вынесено 117 736 постановлений. Это огроменное число. И вручено было, то есть остановили на этих стационарных постах, где рубежи контроля, 92 626. И оплачено было 69 199 тысяч постановлений на сумму 49 миллионов 73 тысячи. Сказать, что сотрудники госавтоинспекции не выявляют и не наказывают наших водителей, то это неправильно. Эта сумма очень большая. Человек, который будет оплачивать один раз, два раза, до него должно дойти, что любое его нарушение в республиканской трассе будет зафиксировано рано или поздно. Это постановление ему вручат на каком-то из этих постов. Ну, это, конечно, воздействует на водителя. Раз-два заплатить, и деньги все считают. Это работает. А вот у вас как-то вы заявляли, что была такая проблема, что многие снимали номера, чтобы уйти от штрафов, или поддельные номера ставили. Как сегодня с этим? Да, у нас было совещание в начале августа. Задача была поставлена министром внутренних дел на нашем совещании. Заметно было, что по республиканской трассе, также и в городах, очень много автотранспорта, которые ездят без госномерных знаков. Это связано было, во-первых, есть такая процедура, когда машина вновь ввозится на территорию Республики Абхазия, на КПП ПСОВ проходит растаможку, и он имеет 5 рабочих дней доехать до дому и доехать до госавтоинспекции, поставить на учет. Но это их не так много, я думаю, тоже. А все остальные это те люди, которые хотели избежать или хотят до сих пор избежать фиксации этих камер. Могу сказать, мы ведем статистику, с 8 августа по сей день мы таких машин поставили 554 автотранспорта, которые стоят как и в управлении ГАИ, так и в районах. Что мы по ним делаем? Если стояли, допустим, подложенные номера, мы по этим номерам смотрим по базе, есть ли штраф, если есть, то они оплачивают, а у кого номера не установлены, он оформляет свой автотранспорт, получает свидетельство о регистрации, проходит технический годовой осмотр, и только после этого он выезжает на наши дороги. Вот совсем недавно у вас новый руководитель отдела службы фото-видеофиксации вашего управления. С чем было связано? В первую очередь, данное решение связано с тем, что у нас увеличилось число камер фото-видеофиксации и кратно возрос объем работы в профильном отделе, как и требования к работе его сотрудников. В этой связи руководством Министерства внутренних дел было принято решение назначить нового, перспективного, энергичного начальника
и перед ним были поставлены задачи. За это короткое время он проявил себя очень хорошо. С нашей стороны и со стороны Министерства внутренних дел оказываем максимальную помощь в этом отделе. Дамир, поскольку сейчас практически уже конец года, может несколько цифр статистики по ДТП, там общие цифры? Да, конечно, мы, во-первых, постоянно мониторим ситуацию и изучаем статистику дорожно-транспортных происшествий на наших дорогах. Если говорить в динамике, то хочу предоставить вашему вниманию следующие цифры и таким образом. Вот вы до этого говорили, когда мы поставили камеры, и после, какая статистика. Хочу привести статистику 2022 года-2023 года. Камеры тогда стояли, но не так они функционировали, как хотелось бы. И вот в статистике хотел бы так вам озвучить. В 2022 по 2023 год количество дорожно-транспортных происшествий по республике составило ровно 400 единиц. При этом погибших в результате аварии было 121 человек и получили ранения 560 человек. Если говорить о статистике 2024 года и за 11 месяцев 2025 года, то мы имеем следующее. Общее число ДТП 302 единицы, погибших 92 человека и раненых 401. Итого у нас снижение по числу дорожно-транспортных происшествий на 98 единиц меньше. По погибшим цифра составляет минус 29 человек и минус 159 раненых. И хочу обратить ваше внимание еще на такой момент, что в 2025 году за 11 месяцев число ДТП составило 141. Погибших у нас за 11 месяцев 44 человека и получили ранения 226 человек. Из 44 погибших, к сожалению, 20 человек это пешеход. Пешеход также является участником дорожного движения и должен соблюдать правила перехода в положенном месте, в пешеходном переходе. Как в ночное время, так и в дневное время наши пешеходы, к сожалению, нарушают. Вот из 20 погибших 15 это те люди, которые именно нарушили, а 5 те, которые стояли у остановки или у магазина и произошло дорожно-транспортное происшествие. И для этого хочется сказать, что не всегда виновники становятся водители, которые управляют транспортом. Также и получается, что и наши пешеходы. В практике вы, наверное, сами замечаете, вы же водитель, Гарри, и вот возьмем, допустим, район вокзала. Я в течение дня, наверное, 3-4 раза там проезжаю и замечаю, когда наши граждане переходят не в положенном месте. Когда есть возможность, я никуда не спешу, я останавливаюсь и начинаю вести беседу с этим человеком. И говорить, почему вы, допустим, нарушаете в этом месте. Ответ единый у всех. Они все куда-то спешат, у них дела. Наша жизнь тебе важнее, чем нам. Как с такими людьми разговаривать? Я хочу такую вещь еще сказать. Если мы понимаем, что сотрудники ГАИ – это их прямая обязанность, это наша прямая работа, мы от нее не отказываемся. Но то количество сотрудников, которое есть, и то количество транспорта, которое есть по республиканской трассе, что и в городе Сухум, очень сложно повлиять на всех водителей одновременно там, где они нарушают. Как бы я этого не хотел, как бы не хотели бы мои сотрудники. Во-первых, наверное, и сотруднику ГАИ надо быть большим психологом, потому что в течение дня ты сталкиваешься с разными водителями. Кто-то, не знаю, там, на эмоциях, кто-то, и бывает, когда и в драку лезут, когда ты объясняешь ему, что вот нарушать нельзя, допустим, ты ему показываешь на видеорегистраторе, или, допустим, элементарно возьмем на стационарном посту, то есть камеры, которые стоят, он фиксирует, где и когда человек нарушил. Вот ты ему показываешь, он даже с этим не хочет быть согласен. Понимаете, ситуацию не только мы должны исправить, сотрудники ГАИ, и эту ситуацию, во-первых, мы сами создали, сами водители. И говорить, что только ГАИ должно исправить, я считаю, что это неверно. Немало произошло в нашей жизни. Я думаю, нет такого человека,
в семье кого это не коснулось бы, как минимум там двоюродные или троюродные родственники. Ну, как-то это надо остановить. Помимо, я еще раз говорю, что мы в дальнейшем, у нас есть план мероприятий, чтобы воздействовать на ситуацию на наших дорогах, но также мы просим наших водителей как-то соблюдать правила дорожного движения. Ну, понятно, что и общество, и власть должны в этом вопросе помогать вам. Надо эту проблему, в общем-то, на дорогах гибнут люди. Это, наверное, самая серьезная проблема. Ее надо решать вместе. По вокзалу, да, там вот все переходят, они видят, что кому-то красный загорелся и думают, что им там можно идти. И как раз тогда загорается стрелка, все разворачиваться начинают с вокзала. Я уже думал, там может предложить вам, чтобы поставить щит с надписью, что здесь переход запрещен, подземный переход рядом. Но это тоже понятно, что... Кстати, сейчас вы подняли вопрос по поводу подземного перехода. Мы когда начинаем делать замечания, говорит, вот вы можете пройти там 50 метров и перейти через подземный переход. И многие там говорят, вот состояние подземного перехода ужасно, там не перейдешь. Сколько раз администрацию города Сухум восстанавливали эти подземные переходы. Не мыли их, потом начинаем красить, разбивать освещение, которое там есть. Я за это и говорю, надо с каждой должен с себя начать. Просто свалить все это на сотрудников ГАИ и на Министерство внутренних дел, это неправильно. Каждый должен начать с себя. Да, еще вот часто сейчас все же вот пишут там на всяких туристических форумах по Абхазии. Участников дорожного движения предупреждают о достаточно отчаянной манере вождения местных водителей. Ну вот по определению они это называют вот опасная езда. Какую вы проводите профилактическую работу, чтобы кардинальным образом изменить эту ситуацию, переломить вот, что вы делаете, что можно сделать с этим? Кстати, да, я как-то слышал, на каких-то форумах говорили, да, вот в Абхазию поехать и не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Ну, все же спрашивают, кто собирается ехать, там, у тех, кто ездил. И вот они им говорят, что будьте очень осторожны. Да. Ну, что хочется по этому вопросу сказать. Я хочу еще дополнить такой момент. Вот вы, наверное, сами замечаете, в соцсетях часто молодые ребята выкладывают, как они управляют своим транспортным средством, как по республиканской трассе, так и в тех местах, где очень опасно заниматься дрифтом. Вот недавно свадебный кортеж какой-то, там прям все движение остановилось, и он Да, там... все эти машины, кстати, мы их поставили на штрафплощадку. Вот вчера один приходил парень, сдал экзамен со второго раза, оплатил штраф и забрал свою машину. Все другие машины стоят. И мы периодически, во-первых, в свадебные дни, там, да, на выходные, сейчас, в принципе, и в будни тоже играют, на тех участках да, дорог, где обычно проводят такие мероприятия, мы ставим своих сотрудников силами управления ГАИ, спецроты и с сотрудниками городских отделов. И мы вот, допустим, изучаем их страницу и видим, как они реально очень сильно рискуют своей жизнью и рискуют жизнью других участников дорожного движения. Мы их вызываем, в виде беседы мы проводим, и вот просто по-человечески хочется поинтересоваться, почему это они делают. Очень много объяснения бывают. Вот в примере, допустим, говорят, вот я машину купил сам, если с машиной что-то произойдет, я ее сам буду чинить. Так мы ему объясняем, что мы не только за тебя переживаем, но и переживаем и за других участников дорожного движения. Человек оплачивает штраф, идет на экзамен, сдает экзамен успешно, без ошибки. Видно, мальчик грамотный, но он говорит следующее. Я дать гарантию и дать вам слово не могу, что я так ездить не буду. Потому что это мое хобби, я ее люблю. Я ему привел в пример, что есть у нас парень молодой с Абхазии, фамилия Глазава, который занимается профессионально. Я говорю, если у тебя есть такое желание и если у тебя такая практика, для этого есть в Российской Федерации такие площадки, где ты можешь поехать, проявить себя, и мы будем за тебя рады. Но заниматься такими вещами там, где небезопасно, не стоит. Потому что любой человек, да, когда сегодня с дома выходит,
едет по делам там, или на работу, его, конечно же, дома ждет семья, дети. И они, конечно, хотят увидеть своего отца или брата, чтобы он вернулся здоровым и невредимым. Ну, просто вот хочется постоянно повторяться, что вот люди должны сами осознать, должно до них дойти, что нарушать так грубо нельзя. Я вам скажу, за 32 года количество погибших на наших дорогах достигает 2000 людей. 2000. А во время войны погибло примерно. 1800 человек. Да, Но те примерно. люди, кстати, об этом я уже говорил, те люди знали, за что погибали. Это те люди, которые держали оружие и погибли. А мы сейчас вот сами просто себя убиваем. Не зря в войнах, когда водитель начинает там немножечко там хулиганить, военнослужащие ему говорят, лучше погибнуть в бою, чем в ДТП. Да, молодые люди просто, это такая психология, они еще, у них нет вот этого порога страха, они не понимают, что человек смертен, наверное. И, ну, с этим можно бороться только жесткими методами, мне кажется. Тут просто сказать, внушить, мы же такие все горячие, это очень сложно. Надо проявлять, наверное, жесткость, я так думаю. Как больше с этим можно справиться? Опять-таки вот в соцсетях у нас все же сейчас обсуждения, все происходят там. Ну, это не ново, это всегда было. Рассуждают на тему неотвратимости наказания. Утверждая, что не все у нас несут равную ответственность перед законом, некоторым категориям удается избежать наказания. Такие утверждения слышны на протяжении всего периода нашей новейшей истории, наверное. Считается, что люди, имеющие высокое положение, там, работающие в силовых и правоохранительных структурах, а также состоятельные нарушители, которые, как правило, ездят на мощных и быстрых автомобилях, уходят от наказания. Вот что можно сделать? Ну, действительно же, эта проблема имеет место быть. Как вот вы с ними работаете? Как можно... Ну, как я ранее говорил, камеры, которые установлены на нашей республиканской трассе, они фиксируют любую машину и с любыми номерами. Касаемо тех людей, которые имеют возможность, допустим, нарушают и не оплачивают. Я думаю, мы дойдем до того, что человек, который будет оплачивать штраф, если он часто нарушает, он рано или поздно должен осознать как минимум. Хочу вам привести еще такой пример. У нас есть такая возможность с базы данных вытащить грубых нарушителей. Вот буквально 10 дней назад. Которые неоднократно. Да, неоднократно. Совершенно. Я могу сейчас цифры вам сказать. Мы вытащили таких водителей в количестве 74 водителя. Если сложить все их штрафы, получается 9 миллионов 200 тысяч. Один из них, который занимает первое место, штраф имеет на сумму 571 тысяч. Этот человек, я считаю, потенциальный убийца, который просто выезжает на республиканскую трассу, сходит с ума. Что мы по ним сделали? Мы изъяли транспортное средство, поставили на штрафплощадку, изъяли водительское удостоверение. Человек 3 раза приходил в ГАИ и не может сдать экзамен. И таких не 1 и не 10. В этом направлении, почему я говорю, что камеры увеличились, объем работы очень большой. И мы вот реально иногда не успеваем отрабатывать всех этих водителей. Но мы максимально стараемся. И часто, кстати, говорят, вот среди нарушителей, злостных нарушителей есть сотрудники различных ведомств. На данный момент, во-первых, любой, не только сотрудник милиции, но любой сотрудник других ведомств должен быть помощью для нас, а не поднимать статистику на наших дорогах. По ним мы что делаем? Есть контакт с руководителями этих служб. Мы максимально стараемся с базы вытаскивать все их штрафы, рапортом отправлять, и по ним уже проводится работа, потом они нам присылают письма, что по ним сделано. В этом направлении мы будем наращивать свою работу. Хотелось бы еще сказать такую вещь. Вот в планах
сделать так, чтобы нам было в помощь. Что имеется в виду? В Москве есть центр, называется ЦОДД, Центр организации дорожного движения при правительстве города Москвы. В 2005 году на ЦОДД была возложена функция по содержанию, эксплуатации, ремонту и установке технических средств организации дорожного движения. Там идет и дорожные знаки, ограждения, разметки, светофоры. Центр также отвечает за фиксацию нарушений с помощью камер и анализ данных о движении и аварийности в Москве. Руководитель данного центра и ряд его сотрудников были у нас в Абхазии, и наши коллеги, и Министерство внутренних дел, и министр внутренних дел, и куратор генерал Чкадова непосредственно ездили в Москву, увидеть это в практике, как это у них работает. В Москве нет возможности нарушить, и чтобы ты не был не зафиксирован. Им намного легче работать. Почему? Потому что любое транспортное средство, когда ты ставишь ГИБДД на учет, данные машины уходят в госуслугу. И ты, когда ездишь в любом регионе Российской Федерации, любое твое нарушение приходит тебе на мессенджер, на госуслугу, что ты в таком-то месте нарушил нарушил правила дорожного движения. Хочешь ты, не хочешь, ты этот штраф будешь оплачивать. Вот когда мы дойдем до такого уровня, нам будет намного легче работать. Что сделано на сегодняшний день в этом направлении? Еще раз повторюсь, министр внутренних дел неоднократно ездил в этот центр. На этом этапе есть какие-то видения, есть какие-то продвижения. Ребята, которые сюда приезжали, изучили наш город, изучили ту технику и ту базу, которую мы имеем. Не хочу вперед забегать, но я думаю, в 2026 году у нас будет такая возможность. И в Абхазии, в городе Сухум создадут безопасный город. Это не только фиксация скоростного режима, это истопление на светофоре, проезд на красный свет. Даже по криминальной милиции, да, там у них, кстати, в день выезжают до 2000 машин по всей Москве. Данные машины, на данных машинах установлены камеры, я не знаю, он во все стороны фиксирует. Касаемо, вот мы поднимали вопрос, в прошлый раз, когда был на передаче, касаемо парковок. Вот физически реально успеть в городе Сухом всех наказать за такое нарушение, ну, невозможно никак. Количество сотрудников ГАИ, которые заступают на сутки, достигает 7-8 человек. А у вас вроде экипажи от машин, когда выезжаете, вроде больше. Но это когда управление ГАИ в помощь спецсода заезжает, мы вот на выходные стараемся городу помочь. Вот когда мы сможем достичь этого уровня, и такие спецмашины будут у нас, и мы будем запускать по городу, и машина будет фиксировать данного нарушителя, да, как его машина стоит на зебре или перекрывает перекресток, и это нарушение будет приходить на рубеж контроля, который у нас установлен на каждом посту. Вот как мы останавливаем нарушителей за то, что он превысил скорость, также мы можем там предъявить за неправильную парковку, из-за которых у нас образуется пробка. Сказать, что количество транспорта у нас маленькое, это неправильно. Я думаю, каждый из нас лет 10 назад, когда мы выходили с дому, во дворе было намного меньше машин. Сейчас в каждой семье, поверьте, 2-3 транспорта на каждого. И они все выезжают одновременно в город. И пробка, она неизбежна. В принципе, в любой стране, в любой столице такая пробка, она... если бы просто не были над бы... ней надо заниматься, можно максимально сделать так, чтобы передвижение было лучше. Но для этого опять обращаемся к нашим водителям, соблюдать правила движения. Мне даже стыдно иногда выступать и обращаться к людям, потому что одно и то же говорим. Сама ситуация позволяет, вынуждает говорить такие вещи. Если бы они соблюдали бы правила остановки и стоянки транспортных средств, Сбербанк, перед ним, когда проезжаем, это показательно. Или вот турбаза вот здесь, где торговые магазины, вот эти все. То есть, когда они паркуются там, где в неположенном месте, то есть еще вторую сторону. И сказать, что все нарушают, это тоже неправильно. Я уверен и знаю, что есть такие водители, которые не нарушают и которые даже не имеют дорожно-транспортных происшествий в своей практике.
С них надо пример брать. Вот улица Гули тоже сверху, когда если спускаться, то она ну, вот, до улицы Леона, там же припаркованы с двух сторон. Ну, раньше был, Потому что есть школа, есть садик, есть служба госбезопасности, ну там есть вообще Госсвязнадзор, протискиваться есть ботанический приходится. сад, который посещают наши приезжие, есть Сухомбанк. Там, Все ну, эти там машины. стоит знак, ну, остановка транспортных средств запрещена, я не знаю, не соблюдают. Или знак уже сняли, по-моему, кое-где, вот где школа первая. Сейчас не По-моему, могу сказать. да, этого Не знака исключено, что видно. кто-то мог снять ее. Да. Ну, то есть они когда вот с двух сторон стоят и потом же не прижимаются к бордюрам, там кто-то метр от бордюра, и вот приходится там вот... то есть если бы они парковали бы транспорт только там, где положено, вот таких заторов бы в центре не было, наверное. А потом вот все-таки, если вот техника это придет и будет работать, вы говорите, но если люди не будут оплачивать штрафы, ну вот та категория, которую вы называли, в принципе, зачем руководству надо отправлять эти штрафы? Может, они также на стационаре будут получать, как и другие граждане? Если эти машины приедут, поверьте мне, нам работать будет намного легче, и у нас будет возможность данному водителю показать его нарушение, где он эту машину неправильно Нет, это безусловно. поставил и все остальное. Сейчас просто можно точечно работать, и чтобы человек тоже все равно чувствовал, что нет-нет, да могут оштрафовать. Это тоже может возымеет какое-то действие. У вас хорошая работа идет вот по водителям в нетрезвом состоянии, которые у нас за рулем бывают. Вот здесь у вас успехи хорошие. Но у нас дорожно-транспортные происшествия происходят в первую очередь это за превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и, конечно же, водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или в наркотическом опьянении. Если говорить о статистике, хотел бы также привести, как приводил статистику за ДТП. В 2022-2023 году были лишено права управления транспортным средством 6162 человека. Из них управлением автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения было 1841. Направлено в суд на рассмотрение 371 материал по 119 4 части, по 119 6 части, 123. Это те люди, которые отказались от сдачи анализа, ранее лишенные или которые не имеют водительского удостоверения. И 371 человек, 105 подвергнуты аресту на 15 суток. 266 человек отпущено после оплаты штрафа. Оплата штрафа производится, когда человек предоставляет справку инвалидности первой группы или второй группы. Если брать статистику 2024 года, 2025 года за 11 месяцев, лишено права управления транспортным средством 4441 человек. Из них в наркотическом опьянении 962. Направлено в суд на рассмотрение 877 материалов и на 15 суток осуждены 262 и 615 отпущены штрафа. 615 человек – это в основном инвалиды, которые предоставляют на суде справку. Там штраф получается 4200, 6 тысяч и 12 тысяч. Бывают такие моменты, когда у человека есть водительское удостоверение, он предоставляет справку инвалида, ему делают штраф 4200 без лишения права управления. И бывает, когда в течение месяца-двух он попадается 2 или 3 это раза. предусмотрено, чтобы при этой справке удостоверение Ну, это решение не суда, изымать? наверное, они от чего-то отталкиваются. Хочется донести до всех силовых структур, касаемо судей, прокуратуры. Кстати, хотелось бы подчеркнуть, со стороны Генеральной прокуратуры и всех районов в прокуратуре, которые в районах работают, они максимально нас поддерживают. Я вам честно скажу, есть такие материалы, где можно, допустим, до нашего административного протокола, правила составления, можно где-то найти зацепку и аннулировать этот протокол. Но этот водитель,
который попадался не один раз и не два раза. Нам приходится подключаться, и с этой стороны, со стороны прокуратуры у нас полная поддержка есть, за что я им говорю спасибо. Потому что все должны понимать, что вот этого водителя, которого отпустили, который попался 2, 3, 4 раза, его не лишают прав, ему делают штраф. Вот этот водитель может сесть за свое транспортное средство, и никто не застрахован, что именно он может сделать ДТП с вашим участием. За это мы максимально просим оказать нам содействие со всех сторон, потому что эта проблема не только наша, это проблема общая, и мы эту проблему сами создаем, если говорить честно. Ну, так же бывает, раз пожалели, 2, 3, 5, а потом Я согласен, это заканчивается пожалеть чьей-то можно гибелью. инвалида, да, он тоже детей воспитывает, а тех не жалко, которых он может угробить. А что, таких моментов не было? Сплошь и рядом такие моменты. От вашего ведомства есть предложения законодателям по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях или правил дорожного движения? В принципе, в Министерстве внутренних дел и в управлении ГАИ всегда что-то надо обновлять. А вот те водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, да, там в 2024 году было принято решение, сделали лишение на 6 месяцев и штраф 30 тысяч рублей. И еще что хотел сказать по количеству ДТП. Вы, наверное, заметили, да, сколько машин у нас ездит с правым рулем. Да. И мы над этим вопросом работали и думали, как его правильно преподнести через законопроект. По инициативе министра внутренних дел мы подвели в управлении ГАИ статистику с 2021 года по 2025 год, какое количество ввезенных в Абхазию, какое количество ДТП виновные именно с правым рулем, и было отправлено письмо премьер-министру Республики Абхазия вот сейчас, вот 11 ноября. Параллельно там и таможенная служба нам должна помочь, потому что они тоже должны какое-то свое видение дать. Да, может быть такое, что мы, допустим, максимально просим ограничить ввозу данного транспортного средства. Потому что наши дороги не позволяют на праворульных машинах ездить полноценно так, как надо, потому что ты, когда начинаешь выходить на обгон, тебе приходится полмашины выходить на встречную полосу, и тебе неудобно. Цена дешевле этого автотранспорта в ущерб безопасности. Да, и я думаю, к чему-то в любом случае придут, или поднимут, допустим, стоимость растаможки именно праворуких машин, и могут рассмотреть вопрос ввозимые машины, допустим, чтобы не были 5-10 лет не старее. То есть старые машины праворуки, которые доступны там за 200 тысяч купить, такие машины, чтобы не ввозились сюда. Ну, дать как будто определенное время, допустим, с такого-то периода будет запрет стоять на такие машины, это будет, или будет растаможка там в 5 раз больше. И вот, ну, как-то так надо в любом случае поработать. Если не остановить этот поток автотранспорта, который ввозится в Абхазию, у нас ситуация не ухудшится, не улучшится, а ухудшится в любом случае. Ну, такого возраста машины десятилетки, ну вот с правым рулем или с левым, да, вот там разница, наверное, в цене сколько может быть, 100 тысяч? Ну, может, вот, да, 100 и 200 вот эти 100 тысяч, тысяч это в ущерб вот, опасности, безопасности. Просто их привозить намного легче. В целом, вот все самые болевые точки проговорили, прошлись по ним. Понятное дело, что в один год все эти вот беды наши решиться не могут, но постоянная работа в этом направлении, результаты тоже не заставят себя долго ждать. Будем надеяться, что они у нас будут. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, обратиться еще раз к нашим гражданам, к нашим водителям, с большой просто, и просто как гражданин Абхазии, не как начальник управления, и как гражданин Абхазии, человек, который сам управляет транспортным средством, управляют мои близкие, да, и ваши близкие друзья, соблюдать максимально правила дорожного движения. И есть, да, такие незначительные нарушения, но когда люди садятся за руль и начинают превышать скорость в разы, пересекать сплошную линию, поверьте, мы говорим, Боженька хранит нас, да, но когда это происходит постоянно, это рано или поздно ты попадешь в беду. А жизнь одна, ее надо ценить просто.
Согласен с вами. Этот нарушитель думает, что он один нарушает, но в этот момент, может быть, еще кто-то нарушает, и это еще усугубляет ситуацию. Спасибо, Дамир, вам за это интервью. Ждем Спасибо всегда вам. вас. Без раз. Здесь.